Приветствую, маглы! Продолжаем наш марафон сравнений книг и фильмов о мальчике, который выжил. Наглая ложь. Воу-воу, Змеелик, дождись своей очереди. Напоминаю, что в классификации отличий мы предлагаем 4 уровня, начиная от серого в виде заметок на экране и заканчивая важными изменениями с красным кодом. Как обычно, начнем с отличий персонажей, о которых мы еще не говорили. Грозный глаз Грюм отличается от книжного по 3 пунктам. В книге у него серые волосы, но у актера они светлые. По лору лицо изувечено куда сильнее, часть носа отсутствует, а нога деревянная. Также актеру пришлось обжиться ремешком на глазу, чтобы спрятать электронику, которая им управляла. Барти Крауч-младший по книге светловолосый и весь в веснушках, но в ленте у него темные волосы и никаких веснушек нет. Кроме того, характер поменялся в противоположную сторону в каждой ипостаси, в сторону полного психа. Виктор Крам в книге описан как непривлекательный длинноносый с темными глазами и массивными бровями, сутулый и косолапый парнишка. Но Станислав Яневский куда более брутальный и тянет на загонщика, а не ловца, которые в основном худощавые. Флёр де Лакур, напротив, хорошо попала в образ, за исключением серебристых волос, которые в ленте заметно потемнели. Образ нахальной журналистки Риты Скитер в книге куда более карикатурный. 3 золотых зуба и камушки в оправе очков, чего нет в фильме. Ты слава богу. У Игоря Каркарова холодные голубые глаза, но у актера они карие. Раз уж мы о глазах, лорд Волан-де-Морт на экране достаточно хорош, за исключением как раз таки красных глаз, которые были прописаны в оригинале. Ральф Файнс забраковал идею с линзами, ибо своими зрачками хотел передать безумие темного лорда. Амос Дигори в книге носил бороду и был куда более заносчивым, но в фильме его характер сильно приятнее. Важный для кубка Людо Бэгмен был полностью вырезан из сюжета. В книге он возглавлял департамент магических соревнований и сам был бывшим загонщиком профессиональной команды. Для фильма был создан персонаж Найджела. Он заменил Колина Криви и его младшего брата, который в кубке поступал на первый курс. В этой ленте полностью вырезаны эльфийка Винки и наш старый добрый друг Добби. Под нож попали Молли, Перси, Чарли и Билл Уизли, Оливандер, мадам Помфри, профессор Грабледерк и почти безголовый Ник. Я предпочитаю сэр Николас. Уж простите, сэр. Своих камео лишились сотрудница Министерства магии Берта Джоркинс, Стэн Шанпайк, Оливер Вуд, Ли Джордан, Лаванда Браун, Нарцисса Малфой и мать Седрика. Остальные ключевые актеры в целом отлично попали в каст, а теперь переходим к сюжету. Начало книги создает ощущение, что ты читаешь не Гарри Поттера, а что-то вроде Шерлока Холмса или Пуаро. Фильм почти полностью вырезает всю первую главу, в которой нам рассказывает о том, что произошло в поместье Редлов 50 лет назад. Отца и бабушку с дедушкой Тома Редла нашли немного неживыми. В этом обвинили садовника Фрэнка, ведь у него были ключи, а окна и двери в доме остались целы. Но когда судмедэксперты вскрыли тела, оказалось, что не было никакого физического воздействия. Редлы были здоровы, поэтому полиции пришлось отпустить Фрэнка. В ленте «Во сне Гарри» присутствует Крауч-младший, но по книге его тут быть не должно. Питер пока единственный опекун Змеелика. Также Темный Лорд не просит собирать союзников и посылать им черную метку. Напротив, пока он собирается держаться максимально скрытно. Разговор Хвоста и Волан-де-Морта сильно расширен в книге. Они обсудили информацию Берты Джоркинс, чемпионат по квиддичу, преданного человека в Хогвартсе и конкретно Гарри Поттера. Также тут упоминается, что Хвост
хвост доит нагайну, но у змей нет молока. Слово «милкин» — это не только доить, но и сцеживать. Как выясняется, сцеживает он яд, чтобы поддерживать слабое тело темного лорда. Услышав намерение сделать некому Гарри Поттеру очень нехорошо, Фрэнк собирался звонить в полицию, но был обнаружен. В отличие от ленты, в лоре Змеелик проявил кое-какое гостеприимство. Пригласил незваного магла войти, и они даже немного пообщались, но в фильме садовник не успел сказать и слова. Избранный в обеих версиях проснулся, но по книге он был на Тисовой улице, а после долгих раздумий решил написать крестному, что в фильме произошло сильно позже. Далее оказалось, что Дадли сел на диету, ибо медсестра написала, что в его элитной школе уже банально нет подходящих размеров формы на такую широкую кость. И если что, осуждаю шутки об бодишейминге. Дадли из-за таких новостей даже выбросил свою приставку в окно, и всей семье в солидарность с ним пришлось сесть на жесткую диету, но избранного подкармливали его друзья, отправляя вкусняшки. После очередного скудного завтрака Вернон впал в ярость из-за письма Уизли. Дело в том, что они отправили его магловской почтой и наклеили кучу марок, из-за чего почтальон высмеял главу семьи. Методом шантажа через родство с Сириусом Вернон согласился отпустить избранного на турнир. Позднее мистер Уизли с сыновьями прибыл за Гарри с помощью летучего пороха, но так как камин электрический, Артуру пришлось сделать проход в стене. Близнецы же пранканули Дадли, оставив после себя конфеты, от которых язык вырос в десятки раз. Они этого не видели, но потом поинтересовались у Гарри, из-за чего не слабо так угорнули. Кроме того, магловед заставил родственников попрощаться с племянником хотя бы из вежливости. По прибытии в нору Поттер знакомится с тем самым Чарли, который помог с Норбертом, и самым старшим братом Биллом. И Гарри отметил, что в отличие от Перси, старшие братья классные. Тут выяснилось, что Перси теперь работает в министерстве, а близнецы впервые показали свою задумку для магазина. К Уизли прибыла Гермиона, и тем же вечером состоялся званый ужин. Вот тут фильм и книга встречаются. В ленте парней будет всезнайка, но вот в книге это была миссис Уизли. Перед выходом она сильно поссорилась с близнецами из-за их вредилок. Встреча с читой Дигори в книге состоялась уже в палаточном городке, где Амос успел похвастаться, как круто его сын обыграл Поттера, хотя на деле тот упал из-за дементоров, а Седрик благородно просил переиграть матч. Касаемо порталов, в книге их свойства объясняет Артур, а не близнецы, да и спешки никакой нет, она была сделана только для фильма. Лента упускает забавный момент, что все зрители турнира шифровались под маглов, а некоторые колдуны перестарались и надели на себя части женского гардероба, что вызвало недоумение у маглов. Кроме того, многие не знали, как пользоваться фунтами и даже пробовали расплачиваться галеонами. По лору группе пришлось устанавливать 2 палатки своими руками, но тут одна палатка на всех уже установлена. И тут наш дубляж делает из Гарри князя Мышкина. Это волшебство. I love magic. Далее трио в книге встретило Оливера Вуда, Джоу, Эрни, Дина и Симуса. Именно тут Гарри выплескивает на себя воду. Во время прогулки друзья видят постеры Крама, и именно тут Рон объясняет, кто это. Но в фильме это делают близнецы уже во время матча. Далее в лоре появляется Людо и предлагает сделать ставки на спорт. Близнецы ставят все, что у них есть, а это почти 40 галеонов, на то, что Ирландия победит, но Снитч поймает Крам. Так как возможность этого такая же, как рандомному алкашу победить МакГрегора, тот дает им аномальные коэффициенты. Тут же мы встречаем Барти Крауча и Перси, хотя знакомство с Краучем в фильме происходит уже после погрома. Барти в своих баснях упоминает, какой у его семьи был ковер-самолет, пока их не запретили к продаже и использованию как
как изобретение простецов, а также упомянул, что восточные колдуны спят и видят снова возобновить экспорт ковров в Британию, но Министерство законы пока не меняет. Избранный дарит Рону бинокль-фотоаппарат по цене почки в счет подарка на Рождество. Сей девайс позволяет записывать и пересматривать некоторые моменты игры. В фильме Малфои поиздевались над дешевыми местами Уизли, но в книге, благодаря Люда Бэгмену, Уизли получили места в той же ложе, что и Люциус Драко. И в этой же ложе были сам Бэгмен, Фадж, Нарцисса Малфой, министр Болгарии и Винки. В ленте начало матча объявляет лично Фадж, но в лоре это снова-таки был Бэгмен. В книге обе команды демонстрируют свои символы. Ирландия — лепреконов, которые разбросали золото, а болгары — Вейл, аналог морских сирен, которые своим пением и танцами очаровывали мужчин. Золото лепреконов, к слову, подобрал Рон и рассчитался с Гарри за амнинокль. Вся глава с матчем вырезана полностью. Из важного Ирландия полностью доминировала в игре, и Крам, получив травму, решил хотя бы поймать снитч, что ему удалось. Это полностью оправдало прогноз близнецов, и Люда был вынужден отсыпать им. Второй момент не шибко важный, но очень забавный. Министр болгаров сказал, что они сделали все, что смогли. Корнелиус был шокирован, что тот знает английский, хотя притворялся весь день, что не говорит и слова, чтобы пранкануть Фаджа. Беспорядки в лоре и ленте сильно разнятся. Когда началась заварушка, в книге уже все спали, и магловеду пришлось будить детей. В обоих версиях пожиратели жгут лагерь, но в книге они еще и подвесили маглов вверх тормашками. В ленте Поттер отделился от группы и его вырубили, что сильно разнится от книги, где он остался с друзьями и обнаружил, что потерял свою палочку. Дурень. В лесу трио встретило Драко, подколов того тем, что его предки наверняка среди пожирателей. В отличие от фильма, ни Гарри, ни Рон с Гермионой не видят силуэт Барти, ведь тот был под мантией и в чаще леса, когда появилась метка, но зато отчетливо слышат заклинание. Отличается и мотивация метки. В фильме Барти делает это по приказу Волан-де-Морта и кайфует, но в книге он сделал это во время заварушки, чтобы разогнать зажравшихся предателей Темного Лорда. Когда пожиратели увидели метку, то сразу отступили, ибо подумали, что их господин вернулся и отомстит им за предательство, а Темного Лорда предали очень многие. После припираний в книге министерские чиновники находят Винки с палочкой Гарри. Тот просит вернуть ее, и Амос обвиняет их обоих в том, что они наколдовали черную метку. За Гарри вступился Крауч, попросив быть помедленнее на поворотах, ибо он всегда был за справедливость и презирал темные силы. Тут же он сказал, что отделается от Винки и даст ей одежду. Гермионе было невдомек, что тут плохого, но оказалось, что эльфов как Добби, которые хотят свободы, очень мало. Когда группа вернулась в палатку, там их ждали остальные дети Уизли. Артур и Трио рассказали, что и как произошло. Отец со старшими братьями подробно расписали ситуацию с пожирателями, меткой и атмосферу, которая царила в те годы. Увидеть метку над своим домом 14 лет назад означало, что в этом доме на нескольких людей стало поменьше. Вот почему всех волшебников это так взволновало. В ленте же зритель остается почти в полном неведении о том, почему метка Темного Лорда настолько плоха. Гермиона вступила в припирание с Перси, с которым ладила лучше, чем все остальные. Причиной стала та самая Винки. Далее лента вырезает большой кусок из книги. Компания провела неспокойную ночь в палаточном городке. Утром к порталам было не пропихнуться, ведь все хотели побыстрее свалить. После возвращения в нору Молли извинилась перед сыновьями за ссору, а Артур начал читать статью Риты Скитер, в которой она пишет об исчезновении Берты Джоркинс. Избранный раскрыл друзьям все карты о сне и шраме, что в фильме происходит совсем бегло уже в поезде.
очереди. Перси с отцом зашиваются на работе, вопреки тому, что у Магловеда отпуск. Многие отправляют в министерство громовещателей и требуют компенсации за имущество. Именно тут мы впервые слышим о наземникусе Флетчере и Грозном Глазе. В фильме «Прошлое Аластера» объясняет Рон и Гермиона, но в книге это были Билл и Чарли. Этот разговор состоялся во время того, как Амос Диггори появился в виде головы в камине гостиной Уизли. Он сообщил, что на Грюма напали баки для мусора, и Артур единственный, кто может порулить вопрос. Молли еще и покормила Амоса тостом прямо через камин. Все это не слабо так впечатлило Гарри. Именно в норе Рон видит свою ужасную мантию, которую мама купила ему в секонд-хенде. Из-за завала в министерстве старшие братья с матерью на такси тащат Араву на вокзал и дают наводку на то, что произойдет в этом году в школе. Наконец, фильм и книга встретились. Хотел бы я так сказать, Но лента упускает почти всю поездку. Трио обсуждало чемпионат с Невиллом, Дином и Симусом. Малфой, как обычно, нагрубил Рону и намекнул, что знает, что будет в школе в этом году. В книге Пивз бросает в первокурсников водяные шары. Мы впервые за долгое время слышим песню распределяющей шляпы и видим само распределение, на которое попадает младший брат Колина Криви, который упал в озеро. Лента сильно форсирует события, ибо во время речи Дамблдор в лоре только объявляет о кубке 3 волшебников с его наградой в 1000 галеонов. Посему Квиддича в этом году не будет, а гости прибудут только перед Хэллоуином. Альбус представил своего лучшего друга в качестве учителя, но это впервые не встретило каких-либо оваций. Правда, Грюма это не сильно беспокоило. Он уселся и начал точить из своей посуды. Об этом нюансе, что бывший мракоборец тот еще параноик, знали все взрослые волшебники, и поэтому в книге его питье из своей фляги никого не смущало. Также о плюшках своей личной посуды Аластер расскажет и на уроках. Кино пропускает и забавные распри с почти безголовым Ником. Если Рон был недоволен из-за голода и критиковал Ника за то, что ему легко говорить, ибо тому есть не нужно, то вот с Гермионой чуть ли не назрел конфликт. Призрак обмолвился, что еду для них готовят эльфы, убирают в их комнатах эльфы, и вообще чистота в замке вся держится на домашних эльфов. Услышав это, она отказывается есть. Лента вырезает урок гербологии, на котором студенты собирали гной, урок Хагрида с весьма неприятными огненными лобстерами и очередное прорицание, на котором Трелони опозорилась, сказав, что Гарри родился зимой. Хотя любимые ученицы, как всегда, правильно определили направление планет. Именно на первой неделе Грюм обращает Малфоя в хорька, что в фильме произойдет сильно позже. Да и эта сцена претерпела отличий. Во-первых, это произошло не во дворе, а в холле. Во-вторых, Рон и Гермиона были с Гарри. В-третьих, избранный оскорбил мать Малфоя, а не отца. В-четвертых, Драко только заикнулся о своем отце, а Грюм не обещал ему рассказать что-то такое, от чего волосы станут дыбом. Оригинальная интерпретация этой фразы будет сказана Ритой Скитер Гермионе в отношении Люда Бэгмана. Тут Аластер только сказал, что хорошо знает Люциуса. И в-пятых, Грюм не кривлялся на МакГонагал. В фильме первый урок по защите очень сильно отличается по многим параметрам. На занятии присутствует Гриффиндор и Слизерин, но в книге был только Гриффиндор. Также близнецы успели проспойлерить, что Грозный Глаз бесподобен, и его уроков остальные ждали более всего. Грюм получил письмо от Люпина с отчетом по их курсу и сказал, что они очень сильно отстали в заклинаниях.
Аластер предупредил, что он тут всего лишь на год, потом уйдет обратно на пенсию. В лоре Мститель объясняет, что непростительные заклинания таки изучаются в школе, но на 6-м курсе. В отличие от фильма, книжный Рон сам вызвался и назвал заклинание Империус. Грюм упомянул, что его отец здорово выручил его несколько дней назад, и не мудрено, что сын Артура Уизли наслышан об Империусе. Подопытный жук не летал по всему классу, а во время использования заклятия Круциатус насекомое не визжало, но Гарри был уверен, что если бы могло, то кричало бы так громко, насколько это вообще возможно. Гермиона тоже самовызвалась назвать последнее заклинание, хотя в фильме, напротив, отказалась. Профессор сказал, что недостаточно произносить слова. Эти заклинания требуют исключительных магических сил, потому ученики могут попытаться применить их на нем, но вряд ли у него будет хотя бы насморк от их потуг. После урока Грюм, помимо Невилла, поинтересовался, в порядке ли Гарри. Тот кивнул, и профессор сказал, что понимает, что это очень жестоко, но он должен знать, как это происходит. А далее сценаристы принялись вырезать вообще все. Фред и Джордж писали тайное письмо, как окажется позже, тому самому Люда Бэгману, который расплатился с ними лепреконским золотом, которое через несколько часов исчезло. Таким образом, они потеряли все свои деньги. Гермиона основала ГАВНЭ, Гражданскую ассоциацию восстановления независимости эльфов. Бродяга прислал ответ, что он возвращается в Британию, чтобы быть поближе к Гарри. Он написал, что раз Дамблдор привлек Грозного Глаза, то ситуация серьезная. По лору учителя провели еще несколько уроков, включая изучение манящих чар на уроке Флитвика, которые избранный никак не мог освоить. Всезнайка поделилась информацией о том, что происходило ранее на этих турнирах, и развела Гарри, Рона и Невилла на значки в поддержку эльфов. Тут же пришло еще одно письмо от Сириуса, который написал, что вернулся и попросил чаще менять сов. Фильм пропускает следующий урок Мстителя, на котором он обучал противостоять заклинанию Империус. Книга подробно описала приятные и теплые ощущения легкости, которые жертва испытывает, и Гарри даже смог противостоять ему. Перед приездом гостей замок сильно украсили, а эльфы закатили пирушку с блюдами из разных стран. 30 октября фильм и книга встречаются, но Хогвартс приветствует гостей на улице. Для фильма были сняты приветственные танцы обеих школ, а в вырезанных сценах остался еще и гимн Хогвартса, что в комбинации выглядит очень здорово. Но вот где лента грубо ошибается, так это в том, что делает из Дурмстранга исключительно мужскую школу, а из Шармбатона женскую, ведь в книге присутствовали ученики обоих полов. Кроме Крауча, на праздновании присутствовал и Люда Бэгман, а на то, чтобы бросить имя, организаторы дали ровно сутки, до вечера Хэллоуина. Сцена с нагнетанием вокруг Каркарова лишена всякого смысла. Так загадочно Игорь закрывает двери только в фильме. Зато было вырезано столкновение в коридоре Каркарова и Грюма, когда первый уставился на Поттера, а экс-мракоборец намекнул, что будет присматривать за старым приятелем, и сказал, что если у того нет вопросов к Поттеру, то ему лучше свалить, ибо он заградил проход. Помимо близнецов, в книге зелье пьет и их друг Ли Джордан, но вместо драки, что парни, что Дамблдор посмеялись над бородами, и директор отправил их лечиться к мадам Помфри. К слову, у Гарри были мысли, что ему хотелось бы постоять в ряду чемпионов. Это важно в контексте последней книги, где он будет еще сильнее грезить о том, как он выходит один на один против Волан-де-Морта. И там происходит битва даров и крестражей, из которой он выйдет победителем. То есть это все демонстрирует, что характер Гарри в книгах куда глубже, и у него и правда есть талика тщеславия.
Вечером трио в книге прибегает к Хагриду и видит его при параде, так как он хочет впечатлить мадам Максим. Сцена с выбором чемпионов отличается на корню. Для начала Гарри в книге сразу в зале сказал, что он не бросал имя в кубок. В зале наград же следует самая нелогичная интерпретация диалога из лора, которая стала мемом. В ленте директор готов разорвать Гарри на куски, но в книге он спокойно поинтересовался, бросал ли он в кубок свое имя или нет. Более того, директор защитил Гарри от Снейпа перед всеми высокопоставленными гостями, так как тот принялся поливать Гарри дерьмом. И хотя книжный Северус говнюк каких мало, он снова-таки не предлагал бездействовать и оставить Гарри как приманку. Людо Бэгман подозрительно восхитился перспективой сражения 4 чемпионов. Мадам Максим и Каркаров грозились немедленно уехать и требовали добавить им тоже по чемпиону, но это было невозможно. Кубок огня погас до следующего турнира. Вот почему нельзя обнулить кубок для повторного выбора тут и сейчас. Ну а угрозы Каркарова уехать Аластер парировал, мол, Крам уже никуда не денется. Грюм более подробно рассказывает свою версию, как все было на самом деле, мол, всего скорей кубок кто-то заколдовал так, чтобы тот выбрал участников 4 школ. И так как якобы 4-ю школу представляет один только Поттер, того и выбрали. Более того, Мститель говорит, чтобы все перестали ныть. Это право есть только у самого Гарри, который не подписывался на эту шляпу. Барти объясняет правила студентам, а когда директор отпускает парней, Седрик не верит, что Гарри не провернул это все сам. После возвращения в гостиную избранного все поздравляют, но спустя полчаса он идет в спальню, где и происходит ссора с Роном. Наутро Гермиона говорит, что верит Гарри, а Рон разозлился потому, что тот его знаменитый лучший друг. Мол, Рон и так всегда в тени старших братьев, а тут еще и этот кубок. Это сильно отличает поведение Гермионы от фильма. Да более того, все 3 недели она уговаривала Гарри помириться с Роном. Малфой в книге также говорит, что Гарри не протянет и пары минут, но это происходит не во дворе, а на уроке по уходу за магическими существами. Кино вырезает и урок Снейпа, где впервые по книге и появляются те самые значки. Малфой и Гарри сцепились в поединке, но их заклинания угодили в их друзей Гойла и Гермиону. Из-за этого у Всезнайки выросли огромные зубы. Снейп посмеялся, но за нее вступились парни, за что получили наказание и 50 штрафных очков. На том их примирение и закончилось. Во время урока зельеварения в кабинет заваливается Колин Криви и говорит, что Гарри ждут наверху. Вот тут лента с лором встретились, хотя сцена со Скитер очень сильно урезана. Для начала Дамблдор вмешался и спас Гарри во время интервью. Он упомянул, что читал статью Скитер о нем. После вырезанный Оливандер начал оценивать палочки чемпионов. Выяснилось, что Флёр на четверть Вейла, и в ее палочке также волос Вейлы, что мастер отметил как не очень практичный материал. У Рона ранее мелькала мысль, что Флёр Вейла, и Гарри подумал, что нужно будет рассказать другу, что он таки прав, но после вспомнил, что они не общаются. Здесь же Оливандер высоко оценил палочку Григоровича, которая принадлежит Краму, а там взялся за 2 своих творения. И если палочка Седрика была отполирована воском до блеска, то палочка Гарри вся измазана отпечатками. И вот уже после осмотра палочек они все фотографируются. В ленте Сириус присылает письмо с предложением поговорить в Совятник, но в книге это была гостиная Гриффиндора. Фильм вырезает поход в Хогсмит. Всезнайка с избранным пошли вместе, прихватив мантию. Вот где Скитер ответила на выпад Гермионы
Гермионы острой фразой о том, что знает о Люда Бэгмане такое, от чего ее волосы встанут дыбом, хотя Гермионе это уже и не нужно. Грозный глаз общался с Хагридом, и тут выяснилось, что он может видеть Гарри через мантию-невидимку. Вот тут великан и говорит, что нужно встретиться в лесу ночью, но в фильме происходит несуразная белиберда, в которой Рон придумывает целую цепочку людей, хотя по факту Билл ни слова ему не рассказал, и Рыжик не видел драконов. В сцене с драконами снова присутствует Чарли Уизли, которому не нравится, что Хагрид привел еще и Олимпию. Великан видит яйца драконов и уже пускает слюни, но учитывая опыт с Норбертом, Чарли говорит, что этот номер не пройдет, ибо они все у него посчитаны. Кроме того, драконы были не в клетках, а на открытой местности и плотно привязаны. Также Гарри почти заметил Каркаров, который тоже пытался узнать, что там за первое задание, но так как избранный был под мантией, тот не узнал, что попался. Вот тут по лору состоялась встреча с Сириусом, то есть это происходит в тот же вечер, когда избранный узнал о драконах. Гарри заметил, что крестный уже выглядит не так плохо. Сириус в книге снова упоминает Берту Джоркинс, которая училась в тот же период, что и мародеры, мол, беды от нее может быть ай-яй-яй. Блэк подробнее раскрыл, как сидел с Каркаровым, что Игоря поймал Аластер и что тот пошел на сделку, подставив многих пожирателей, и что теперь учит своих ребят черной магии. Крестный предостерег, чтобы с чемпионом Дурмстранга тот был втройне настороже. По книге избранный пытается поинтересоваться, как вырубить дракона, но в обеих версиях приходит Рон, за что в книге Поттер запускает в него значком. Это омерзительно. В ленте Гарри напрямую говорит Седрику, что первым заданием будет дракон, но в книге избранный сначала рвет тому сумку и стопает возле кабинета Флитвика. Грюм за такое не позволяет Гарри пойти на травологию и в кабинете говорит, что поступок благородный, что Дамблдор тоже благородный, а вот Максим и Каркаров нет. Также Мститель прямо заявляет, что читерство на этом турнире обычное дело, но как бы сам он помогать не собирается, только даст пару дельных советов. В оригинале Гермиона помогла Гарри практиковаться манящим чарам до поздней ночи, пока Пивз и Филч не прервали тренировку в пустом классе. Во время первого задания инструкции чемпионам раздает Люда Бэгман и объявляет, кто сейчас выходит, тоже он. Также он предложил Гарри помощь, мол, немного сжульничать не зашкварно, но избранный отказался. Скитер в книге подтянулась только после задания, что означает, что Крам не защищал Гарри от нее, да и сцены с объятиями тут не происходят. Гермиона утром пожелала другу удачи только и всего. В оригинале близнецы не делают ставки. Эти, безусловно, забавные сцены были созданы только для фильма. Сцена с поединками против драконов очень сильно отличается. Во-первых, в книге Люда Бэгман комментировал каждое выступление. Во-вторых, Гарри не вылетал за пределы арены, то есть он рисковал, но не был слишком близок к выпиливанию, да еще и раз 10. А после того, как отжал нужное яйцо, дракониху утихомирила команда Чарли. Далее Гарри поздравили Грюм с Хагридом, а после тот вернулся в палатку, где мадам Помфри причитала и лечила чемпионов. Именно тут Рон приходит извиняться, а Гермиона на радостях расплакалась. Читателю стало известно, что Седрик превратил камень в собаку, но получил ожог. Флёр применила паралич, но это сработало не совсем хорошо и ей тоже досталось. А Виктор атаковал глаз драконихи, но та подавила настоящие яйца и ему сняли пару баллов. По итогу они с Гарри заняли первое место. Тут же Бэгман рассказывает о правилах следующего этапа и тут же появляется Скитер, но на просьбу о паре слов Гарри в грубой форме попрощался. И вот на
На этом могла бы закончиться первая часть фильма, как Гарри в гостиной открывает яйцо. В следующий раз мы продолжим с подготовкой к святочному балу, дико извиняемся за долгий перерыв, вторая часть уже в работе и при удачных раскладах появится на следующей неделе. Благодарим за внимание и до скорых встреч!